Впервые спектакль одного из наших театров показывают в Москве на сцене Московского ТЮЗа. Столичная публика может увидеть наших артистов сегодня и завтра в рамках внеконкурсной программы национального фестиваля «Золотая маска». Это постановка СКТВКР молодежного театра Коми. Режиссер Максим Соколов из Санкт-Петербурга. Замечу, «Маска плюс» – это своего рода офф-программа национального театрального фестиваля и премии «Золотая маска». Она собирает в свою афишу спектакли, которые не вошли в основной конкурс, но фиксируют важные тенденции, еще не ставшие мейнстримом и при этом все больше заявляющие о себе в театральном процессе. Елена Красильникова сейчас с нами на связи из Москвы. Замечу, впервые мы выходим на прямую связь с Белокаменной. Елена, здравствуйте. Вам слово. Спасибо, Евгения. В эти минуты на сцене Московского ТЮЗа идет спектакль СКТВКР молодежного театра Коми. После начнется обсуждение, в котором будут участвовать и зрители, и эксперты. Спектакль сделан в жанре вербатин документального театра, когда артисты читают монологи и диалоги реальных людей. Конечно, хотя спектакль называется СКТВКР, Сыктывкар, в нем звучат голоса жителей из разных уголков республики. Поднимают люди очень серьезные темы. Это и тема ШИСа, и вопросы, связанные с падением ступеней ракет на территории республики. Поставил этот спектакль питерский режиссер Максим Соколов. И он, кстати, говорил, что СКТВКР – это ген людей, живущих на севере. Визуально спектакль сделан невероятно притягательно, современно. Артисты играют в бассейне, по щиколотку в воде, и брызги летят на зрителей, которые сидят тут же на сцене. Рядом со мной театральный критик Вера Сердечная. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему спектакль СКТВКР выбран для офлайн-программы «Золотой маски»? Нам казалось очень важным, когда мы выбирали программу «Маска плюс», выбирать такие спектакли, которые наиболее ярко представляют регионы. И в этом смысле для нас было очень существенно отбирать, если существуют документальные проекты. И как раз этот спектакль – документальный проект, который рассказывает не просто о том, как умеет делать труппа, да, или не просто о том, какой театр в регионе, а о том, как действительно живет регион, что волнует людей, как они говорят, да, и как они ощущают свое пребывание в Коми. Что такое быть Коми? И мне кажется, что это очень важно показать в Москве, что это такое, как ощущают себя люди из Коми. Вера, вот те 12 спектаклей, которые вошли в программу «Маска плюс», вы как-то заявили, что это возвращение живого театра. А что это такое? Ну, это, конечно, философский большой вопрос, но если говорить конкретно об этом спектакле, мне кажется важным отметить, что документальный материал здесь подан очень игрово, очень живо, с привлечением необычного пространства, о котором вы говорили, и с привлечением художественных средств, которые показывают нам, что это действительно не просто монологи людей, это не просто публицистика, да, документальная, а это искусство. У нас появляется русалка, у нас появляется такой ангел на парашюте, и вот это, мне кажется, та самая прививка живого театра, которая нужна и в театре документальном. Вера, спасибо вам большое. Мы обязательно расскажем, как шло обсуждение завтра в выпусках новостей, а я передаю слово в студию. Спасибо. Напомню, на связи из Москвы со студией была моя коллега Елена Красильникова. Ну а мы продолжаем.